Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Надеюсь, меня слышно. Если что-то не так, напишите, пожалуйста, в чате. Сегодня мы поговорим о последних событиях, которые связаны с национальными республиками, а именно конкретно о Татарстане. Ну, не только о Татарстане, конечно, поговорим и о других национальных республиках, что вообще за этим стоит. Кто не знает, на днях так, сейчас свет сделаю. Все. А кто не знает, на днях все-таки Госсовет Республики Татарстан принял поправки в последнем чтении. А пока еще президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал эти поправки. И через 10 дней, а точнее уже 6 февраля, эти, скажем так, изменения вступают в свою силу. Чего лишился Татарстан? Вообще, надо сразу заранее сказать, что Татарстан это, конечно, был последний такой оплот федерализма, на который, скажем так, равнялись другие республики, ждали, что все-таки они смогут отстоять. Это последняя республика, которая имела своего президента, да, то есть какие-то там... Это последняя республика, которая имела договор, двухсторонний договор, да, но даже его несколько лет назад, да, уже как бы прекратили. В одностороннем порядке Москва, скажем так, не стала продлевать. Итак, чего же лишился Татарстан в связи с этими последними изменениями в своей конституции? Конституцию полностью урезали, но самое громкое, не самое важное, а самое громкое, чего лишился, конечно, это то, что глава Республики Татарстана, да, сегодня это называется Раис, потерял титул президента. Теперь он не президент, хотя вроде бы как по последним договоренностям было сделано так, там договорились вроде бы так, что титул президента останется у главы Рустама Минниханова до 2025 года, до конца его полномочий, да. Однако после поездки в Москву и, видать, ну, там, поговорив с Путиным, ему, видать, объяснили, что нет, ничего, никаких до 2025 года. И он приехал, после того, как приехал, уже сразу же было объявлено о том, что сразу же сейчас, после подписания вот этих вот поправок в Конституцию Республики Татарстан, титул президента все полностью ликвидируется. Вместо него теперь остается глава Республики Татарстан или по-татарстански Раис. Последний, скажем так, президент Национальной Республики Рустам Минниханов лишился своего, скажем так, своего статуса вот этого. Чего еще лишился? Самое главное, это, на мой взгляд, да, я считаю, что чего лишился Татарстан в своей конституции, его убрали слово суверенитет. У нас убрали уже давным-давно это слово. Еще при Рустаме Хамитове. Вот. В связи с этими поправками исключили слово суверенитет. Что самое главное, это то, что изменили первую статью Конституции Республики Татарстан, которая вообще может измениться только через референдум, через всенародный референдум. Но, видать, так как эта операция была подготовлена заранее, год назад еще в Конституцию была внесена такая статья, в Конституцию Республики Татарстан, еще раз говорю, да, то есть этими же депутатами Госсовета Татарстана была внесена такая статья о том, что первую статью Конституции, да, можно менять. То есть там, в общем, по-моему, 215 статья у них говорит о том, что нельзя менять, и только через референдум. Внесли другую статью год назад, что можно менять. То есть две статьи, которые вступают в противоречие друг с другом. Вот, то есть убрали суверенитет. То есть это, на мой взгляд, самое главное, что сделали с
с этой конституцией, потому что суверенитет подразумевает под собой как государство, независимое государство. Оно так и изначально, по-моему, у них там декларировалось, что Республика Татарстан и Российская Федерация — это два государства, которые заключают между собой договор. Но что-то такое там было, там дословно не помню. Это исключили статью. Также убрали пункт такой, что Татарстан отвергает насилие и войну. Ну, понятно, что в связи с сегодняшней войной с Украиной, да, эта статья выглядит нелепо. К тому же Татарстан точно так же отправляет своих военнослужащих, своих ребят туда на фронт, где они также умирают за безумные хотелки Путина, за золотые унитазы Путина, да, за то, чтобы он подольше посидел у власти. Так что эта статья, естественно, мешала. Убрали гражданство, да, один из тоже, я считаю, главных пунктов. Убрали гражданство Республики Татарстан. Если раньше человек мог говорить, что я гражданин Республики Татарстан в соответствии с Конституцией, то сейчас этого нету. Убрали, что общественное объединение вправе участвовать в управлении государства, да? То есть общественные организации какие-либо татарстанские могли, скажем так, выдвигать там, ну, в Госсовет там, Татарстана там, или другие какие-то должности своих представителей. Сейчас этого тоже нет, убрали. То есть что вообще делается, да? Понятно, что Москва добивает остатки, скажем так, суверенитетов, остатки вольности национальных республик. Это делается для того, чтобы... Ну, у нас и так вертикаль власти, да, вот эта вот знаменитая вертикаль власти Владимира Путина. Однако национальные республики для него всегда представляли угрозу. И конституции, которые есть в национальных республиках и которые принимались, да, всенародно, они всегда, скажем так, были такой бомбой замедленного действия. То есть всегда, опираясь на конституцию той или иной национальной республики, можно было в открытую спорить там, с любыми шовинистами, да, с любыми имперцами. Допустим, я всегда спорил так, что я живу в государстве Башкортостан. И мне говорят там, да какое государство Башкортостан, ты чё? Мол, у нас государство одно, Российская Федерация. Я говорю, нет, согласно Конституции, я говорю, Башкортостан является государством. Мне говорят, ну, говорит, возможно, согласно вашей Конституции, республики, говорит, Башкортостан, но, говорит, есть главная Конституция Российской Федерации. Я говорю, нет, согласно Конституции Российской Федерации, Республика Башкортостан и другие национальные республики являются государством. Они говорят, где? Покажи такую статью. Я говорю, статья 5, пункт 2 Конституции Российской Федерации написано, что все национальные республики являются государствами. И люди сразу же осекаются, не могут с этим спорить. Поэтому вот когда в конституциях прописаны, да, какие-то основополагающие такие моменты, как вот, допустим, я гражданин являюсь там, да, или то, что наша республика обладает суверенитетом. Этим всегда можно было апеллировать, да? На это можно было опираться. К сожалению, сейчас максимально все это убрали. Как они говорят, это привели в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вот, как они это говорят. И в связи с этой войной, сейчас, на мой взгляд, я считаю, что Путин максимально уничтожит национальные республики. Национальным республикам осталось недолго жить. И народ ничего не сможет сделать. Либо национальные республики уберут при Путине еще, да, ну то есть при Путине или там без Путина, это не важно, но я считаю, что либо во время войны вот этой вот, да, то есть год-два, если эта война еще будет продолжаться, национальные республики могут ликвидировать и объяснят это тем, что исключить какую-либо там угрозу сепаратизма, сделать более централизованное государство в условиях войны, объявит какое-то там, допустим, чрезвычайное положение в стране,
объявит мобилизацию, все для фронта, все для победы, все заводы там переведут, да, ну, переведут на военную промышленность, да, на выпуск военной промышленности. Люди будут работать в 2-3 смены, ведут комендантский час, и любое, скажем так, недовольство будут пресекать жестко, вплоть до расстрелов. И вот в этих условиях очень легко можно будет просто, скажем так, ликвидировать национальные республики. И кто что сможет сделать? Ничего, никаких пикетов, даже с одиночными пикетами сейчас, да, люди не могут выйти, да, если выходят, их сразу же там забирают и штрафуют. Выйти там массово, там что-то там против того, что там, скажем, убрали Республику Башкортостан там или Республику Татарстан, никто не выйдет. Ну, будут возмущения, да, там. Останется, конечно, у населения недовольство, сильное недовольство останется. Но для Москвы им плевать. Плевать на это недовольство. Они делают свое дело. Они понимают, что как бы, тем более, когда сегодня национальное движение, скажем так, подняли голову, заговорили о независимости, да, о ликвидации вообще всей этой Российской империи, они, конечно, испугались. Они испугались, и они постараются, вот я говорю, в ближайшее время, скорее всего, ликвидировать. Либо после войны, когда она закончится, а закончится она, естественно, поражением России, но есть такая вероятность, да, что, ну, допустим, там, Россия проиграла, подписала там капитуляцию, вернула все оккупированные территории, но Украина и НАТО не пошли дальше добивать, скажем, да, Россию. В России вот какой был режим, ну, хорошо, да, возможно, даже Путина скинут, вместо него придет какой-то Патрушев, там, условный, там, да, или Козак, вот. Ну, в общем, люди останутся те же самые. Элита останется та же самая. Так вот, они, скажем так, скукожившись в своих границах, естественно, сразу же в первую очередь зачистят все очаги, которые здесь могут, скажем так, что-то высказывать свое недовольство, да. Это, скажем так, станет таким аналогом Северной Кореи 2. Вот. Вот это вот самое страшное, что может произойти. И в этом случае тоже ликвидируют национальные республики. Но это тоже, скажем так, осталось недолго ждать. Поэтому в любом случае национальные республики ликвидируют. Никто за них не выйдет. Никаких партизанских там движений не начнется. Ну, я очень в этом сомневаюсь. Хотя, ну, там, может быть, какие-то акции будут малочисленные. Поэтому единственная наша, скажем так, возможность сохранить национальные республики, сохранить нашу государственность, это добиваться полной ликвидации России и добиваться независимости наших национальных республик, наших национальных государств. Других вариантов у нас нету. Без национальных республик мы еще быстрее будем ассимилироваться. Мы уже сейчас ассимилируемся и исчезаем катастрофически быстрыми темпами. Посмотрите, пожалуйста, на татар, которые исчезли там, да, то есть 600 тысяч. Вполне возможно, это нарисованные цифры, да, но в любом случае нужно понимать, что ассимиляционные процессы идут. Убыль есть. Это, с этим никто не спорит, даже эксперты татарские. Посмотрите на чуваши, да, посмотрите на мордву, на марийцев, удмуртов. Башкиры мы также, мы убываем. В любом случае, мы не прибавили за 11 лет в численности нисколько. Но у нас есть национальные республики. У нас есть национальные республики, где, скажем так, все равно мы как-то сконцентрированы. У нас действуют там какие-то хоть небольшие законы, да, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Якутия и так далее. Без этих национальных республик, если у нас перестанет быть статус, это будут Уфимская губерния, Казанская губерния. И уже, скажем так, мы потеряем государствообразующий статус как народов. Это очень страшно. Поэтому в любом случае нам нужно добивать эту империю максимально. Как я уже сказал, да, я вот на днях, не на днях, уже завтра, да, вылетаю в Брюссель, где буду принимать участие в форуме, форум свободных народов пост России.
Я попытаюсь донести до западных политиков о том, что Россия это не только там русские, балалайка, водка, икра и гармонь. Нет. Россия это многонациональное государство, где проживает множество, десятки народов, где проживают, допустим, башкиры, которых 2 миллиона, да, которых по численности больше, чем эстонцев. Где проживают татары, которых там по численности 6-7 миллионов, и их по численности их больше, чем эстонцев, латвийцев и литовцев вместе взятых. То есть там проживают достаточно большие крупные народы. Чеченцы, да, проживают. Крупный народ. Чуваши, якуты и так далее. Мы отдельные большие, из большой истории народы. И мы вот в этой империи, мы уничтожаемся. Об этом не знают, вообще не знают европейцы. Им нужно донести, что у нас есть свои интересы. Что эта империя нас уничтожает. И без независимости, без поддержки европейского вообще и мирового сообщества нас просто, ну, рано или поздно добьют. Нас уже сейчас, скажем так, отправляют, да, тысячами на войну, и где, скажем так, они там утилизируются, наши ребята. А что это же молодое поколение, которое может дать еще потомство. Мы в связи с этой войной упадем в большую демографическую яму. И вот, и что я еще хочу сказать, донести до мирового сообщества о том, что если, скажем так, хорошие русские, да, ну, хорошие русские в кавычках, либералы, они уже создали свое представительство в Европарламенте, с ними охотно ведут переговоры европейские политики, но, к сожалению, нас они не хотят слышать, национальные движения, представители национальных движений, представители национальных республик или там регионалистических движений каких-то. Не хотят видеть, не хотят слышать. И это очень плохо. Я хочу попытаться донести до них, что нам тоже нужно создать свое представительство там, через которое мы могли бы доносить голос национальных республик. Без этого, скажем так, донести до мирового сообщества очень сложно. К тому же я вот долго думал, да, то есть и считаю, что, как я уже вот сейчас недавно буквально сказал, что война в любом случае закончится, конечно же, поражением России. Украина победит, но пойдет ли она дальше в Россию? То есть, скорее всего, дело закончится тем, что Россия вернет все оккупированные территории Украине на момент 1991 года. И на этом все. Скажем так, огородятся, да, там каким-то там рвом, да, колючей проволокой друг от друга. И все на этом, да, Россию оставит такой, какой она есть. Это самое страшное. Потому что ничего не изменится в России. Мало того, после поражения России, вы посмотрите, пожалуйста, на наш народ в России. Он, ну, если честно, он поддерживает войну же в Украине. Вот давайте признаемся честно. Он поддерживает войну в Украине, он поддерживает Путина. И после поражения, естественно, у них будут реваншистские настроения. Это все рано или поздно приведет к очень большой беде. НАТО не будет заходить точно так же. Она сейчас в Украину, да, не помогает Украине своими войсками, помогает только оружием. В Россию она точно не пойдет. Украина тоже не пойдет, потому что связываться с придурочной властью Путина, у которых есть ядерное оружие, ну, никто не хочет. Никто не хочет у себя получить ядерный удар, чтобы вот эта территория, подверженная там после ядерного, да, взрыва или атомного взрыва, да, на сотни лет перестанет быть вообще какой-то, ну, живой землей, да, то есть это будет мертвая зона. Никто не хочет этого получить. Соответственно, что можно сделать в этой ситуации? Нам же как-то надо будет, да, независимость добиваться. Я предлагаю создать уже, скажем так, единые вооруженные силы национальных республик, а также объединиться с вооруженными силами российских либералов. Вот это вот русский легион,
и так далее, да, вот объединиться всем и уже как бы вооружившись э, оружием, западным оружием, войти уже в Россию и добивать ее. После поражения она будет слабой, можно будет, есть шанс добить. Бить она по нам ядерным оружием, естественно, не будет. Не будет же она по своей территории бить. Поэтому только так я вижу. Если русские либералы, российские либералы не захотят объединяться в единое вооруженное какое-то войско, да, армию, то тогда уже самим национальным движением, регионалистическим движением создавать свое войско и после поражения России уже заходить на территорию России и добивать ее в Москве. Добивать в Москве и тем самым как бы освобождать свои земли, свои народы. Других вариантов я не вижу. Скорее всего. Ну, еще попытаемся, конечно, на форуме донести до них, да, обратить внимание, что мы есть. Но будем надеяться, да, что донесем. Также вот хотел бы еще вот заметить такой момент, да, что вот заметьте, да, что когда есть национальные республики, народы все-таки они, их слышно, о них знают. Те народы, которые, и слышно о тех народах, которые борются. Вот какие народы мы знаем, да, которые вот борются, даже без национальных республик есть, да, народы, о которых знают. Это вот, допустим, курды, весь мир о них знает, да, баски, весь мир о них знает, каталонцы, да, вот. Это вот народы, которые боролись и продолжают бороться, скажем так, за то, чтобы создать свои национальные республики. То есть только те народы, которые борются, о них знают, им будут помогать. Поэтому если мы будем продолжать бороться, если мы будем, уйгуры, да, то же самое, да, можно сказать. Если мы будем продолжать бороться, если мы будем постоянно отстаивать, говорить о своей независимости, башкиры, татары, якуты, вот сейчас вот они активно, то есть какие народы активны сейчас, да, продвигают свою повестку о независимости. Это вот татары, это башкиры, это чеченцы, конечно же, это якуты, это калмыки, это буряты, это эрзиане, карелы. Вот, наверное, все. Не слышно марийцев, не слышно удмуртов, не слышно хакасов. Достойны ли они национальных республик? Еще Айрат Дильмухаметов говорил, что, скорее всего, те народы, которые сумеют доказать, что они достойны быть, достойны государственности, те перейдут в новый век, скажем так, уже с новыми, сильными, со своими государствами. К сожалению, как я вижу, вот там хакасы, алтайцы, допустим, те же самые, они ничего не делают. Зато слышно нагайцев. Слышно, скажем так, кумыков, у которых нет своих национальных республик. Они достойны, значит, того, чтобы у них национальные республики появились. Что еще, вот, скажем так, может поддержать нас как народы, которые могут даже в условиях такого тоталитарного давления со стороны Москвы, в условиях колониализма, что сможет нас поддержать и, скажем, сохранить нас хоть какое-то время? Это, конечно же, ислам, да, и, конечно же, религия. У якутов, у них своя религия, да, то есть я заметил, что те народы, у которых христианство, религия христианства, да, православие, они, к сожалению, очень быстро ассимилируются. Русский мир на них действует очень сильно, и это вот можно видеть по финно-угорским народам, по карелам, да, к сожалению. Но те народы, вот, допустим, у которых есть ислам или другие религии, такие как буддизм, допустим, калмыки, буряты те же самые, да, они все-таки держатся. Просто как пример, вот здесь я же проживаю в Литве, здесь есть такие литовские татары. Они пришли на территорию Литвы вместе с ханом Тохтамышем после вот разгрома от Тамерлана. Это 1400 какой-то год, то есть, да, это более 500 с лишним лет назад. И вот они потеряли, здесь живут, и они здесь считаются коренными жителями уже, да,
их не так много осталось, но они есть. Это такая диаспора твердо устойчивая. Они уже потеряли давным-давно свой язык. У них даже имена у многих, скажем так, у них имена уже у многих, Уходя от скажем так, темы, литовские. встает ли вопрос об изменении герба Башкортостана? Сейчас я отвечу про герб. Так вот, закончу про татар. Вот эти литовские татары, они, как я сказал, потеряли язык. Даже многие имена у них уже литовские, фамилии литовские, да. Но они сохранили религию, ислам. Это их сильно отличает, это их держит как отдельный народ. У них есть мечеть, здесь есть деревня 40 татар называется, да. У них там есть мечеть, они собираются, у них есть своя диаспора. То есть религия все равно, она как-то, вот ислам, она как-то сдерживает ассимиляцию. Поэтому благодаря тому, что башкиры, татары, многие кавказские народы являются мусульманами, калмыки, буряты являются буддистами, благодаря вот это тому, что у нас есть своя религия, отличимая от, скажем, государства образующего народа, да, сегодня вот, как он прописан в Конституции Российской Федерации, русского народа, мы еще как-то держимся. И это нам поможет, я считаю. Вот. По поводу герба, ну, отвечу, что, ну, в принципе, мне герб нравится. Я не знаю, это будет зависеть от народа Республики Башкортостан, от населения Республики Башкортостан, от его граждан. Захотят ли они? В любом случае, флаг, конечно же, будет меняться. Флаг будет возвращаться. Первой нашей Башкирской Республики. Валидовский флаг по-другому, как его назвать. Будет меняться гимн. Скорее всего, останется мелодия. Потому что мелодия очень красивая, я считаю. А слова будут меняться, это точно. Потому что такие позорные слова, как там «навечно с Россией», мы там, Башкортостан навечно с Россией, ну что-то такое там, да. То есть это страшные, позорные слова. Поэтому они в любом случае, гимн это будет, слова будут меняться. Насчет герба не знаю, герб мне нравится, красивый герб, хотя, как считается, по геральдике, по науке, вроде бы как то, что нигде не должен изображаться человек на гербах. Посмотрим. В общем, как решит народ. Как решит народ. По поводу, вот, кстати, не договорил по поводу вот этих русских либералов. Сейчас в последнее время там очень часто там говорят, что вот как проверить, имперец это или либерал, реальный либерал. Потому что ну, им дают кличку, да, там, российский либерал. На самом деле либерал это неплохо, это хорошо, конечно же, он за права всех народов и так далее. Но наши сегодняшние вот эти вот российские оппозиционеры, они, конечно же, никакие не либералы, они в большей своей степени, они все имперцы. Имперцы самые настоящие. И вот их проверяют таким образом, когда говорят, чей Крым, да, украинцы проверяют. А я считаю, что уже, они сейчас уже все практически говорят, что Крым украинский, конечно же. Но я считаю, что сейчас нужно проверять уже не таким способом, не чей Крым надо задавать, а надо задавать, чей Башкортостан, чья Чечня, чей Татарстан. И вот посмотрим, что они ответят. Если они ответят, что, конечно же, это Россия, то все, перед нами имперец. Если они скажут, что Башкортостан принадлежит башкирскому народу, Татарстан татарскому народу, ну или жителям, да, этих республик, Якутия якутянам, Саха точнее, да, народу Саха, тогда перед нами действительно настоящий либерал. Потому что либерал, настоящий либерал никогда не будет отрицать право нации на самоопределение. Никогда. А право нации на самоопределение – это основополагающее, скажем так, основополагающий пункт в декларации коренных народов, да, ООН. Теперь я хотела вот поговорить вот о тех людях, да, которые поддерживают войну. Да, Крым – это крымских татар, естественно. Кто поддерживает войну, кто считает, что Россия делает все правильно. Очень много таких. К сожалению, я почему-то раньше думал, что их меньше. Но сейчас, конечно, все больше и больше люди задумываются о том, что действительно война ведет нас в никуда. У войны нет никаких целей. У войны
а, нет никакого смысла. За что люди воюют? Ну, реально, за что вот воюют? Уже никто не верит о нацистах. Естественно, потому что нет никаких нацистов там в Украине. Зеленский прекрасно разговаривает на русском языке. Начиналась же все пропаганда вся, которая накачивала вот этой агрессии против украинского народа, начиналась с того, с чего, что якобы там, в Украине там запрещают разговаривать на русском языке. Ну, вот такие вот фашисты там украинские и так далее. Но сейчас это ничего не выдерживает, никакой логики, никаких проверок, потому что в Украине, как вот завоевали они Мариуполь, да, то есть, ну, Мариуполь сейчас отвоевали, нет, точнее, Мариуполь завоевали россияне, да, и что там, что, на украинском разговаривают? Нет, там разговаривают на русском. Точно такой же язык, ничем не отличается. Вот. Поэтому встает вопрос, что дальше? И вот я хочу вот, ну, донести до тех, кто поддерживает войну. Ну, просто давайте логически рассуждать. Что дальше? Вот допустим, что Россия победит. Вы думаете, что вы лучше станете жить? Нет, конечно же нет. Если за 20 лет Россия не смогла до войны, то есть, да, то есть до 2014 года Россия не смогла, скажем так, создать свои компьютеры, какие-то там научные технологии, свои, да, элементарные свои телевизоры, свои холодильники нормальные, без иностранных комплектующих, свои машины хорошие, да, без комплектующих зарубежных. Ничего нету, никакого автопрома нету, да, нет каких-то технологий, инноваций. Все это Сколково, все это, ну, хрень на постном масле. Ничего не создает, ничего не выпускает. Помню, был какой-то там смартфон, показывали там Путину, что вот скоро выйдет там российский смартфон. Но так осталось все это на словах. Космос, да, то есть Рогозин полностью уничтожил, убил. Поэтому говорить о том, что Россия станет как-то, ну, завоюет она Украину, станет она как-то величие, там, да, там, сильнее, ну, ерунда, такого не будет. Мало того, что Украину придется восстанавливать в любом случае, хоть Россия победит, хоть Россия проиграет. Но она, конечно, не победит, это я так, гипотетически, скажем так, рассуждаю. А в любом случае она будет восстанавливать Украину. Это огромные деньги туда пойдут. Вот. И огромные деньги сейчас уходят на войну. Каждый там выстрел из града стоит, ну, там, тысячи долларов. Десятки тысяч долларов, да, возможно, да? Каждый выстрел там с установки град. А сколько стреляют там, ракет различных запускают, там, танки, которые горят неимоверно. Сколько людей воюет там, да, у каждого автомат, каждого нужно экипировать, каждого нужно накормить. Сколько машин туда нужно отправить с гуманитарным грузом, сколько ГСМ уходит на все это. Каждому нужно заплатить, кто там воюет, да, то есть если во Вторую мировую войну там воевали не за деньги, там, за родину действительно, да, потому что напали на Советский Союз, хотя СССР, конечно, сам виноват был во Второй мировой войне, вот, в начале ну, то, что началась Вторая мировая война, то сейчас люди воюют за деньги, им платят зарплаты. Сейчас вот перестанут платить, я сомневаюсь, что там многие будут воевать там за какую-то идею. Те, кто хотел воевать за идею, они там с 2014 года воевали. С 2014 года все вот эти вот Гиви, да, то есть Моторова, Мозговой там, который был там, да, их всех, они все там погибли, кто за идею воевал. Сейчас там нет таких. Сейчас воюют за деньги. Если все это перестать платить, естественно, начнутся разброд и шатание. Поэтому Россия, плюс экономические санкции, которые давят, душат. Многие думали, там сейчас вот как бы говорят, что Россия там после экономических санкций, там они на нее не подействовали, она продолжает развиваться и так далее. Ничего подобного. Экономические санкции, они душат медленно. Они душат медленно, и они в любом случае добьют. Конечно, она не умрет, да, Россия после этих санкций, но она превратится в Северную Корею 2. Вы знаете, как Северная Корея 2? Конечно же. Посмотрите, пожалуйста.
Есть многие видео о том, как живут там люди. И я сомневаюсь, что люди наши хотят так жить. Вот те, кто поддерживает эту вот войну, вы должны понимать, что мы лучше жить не станем. Россияне лучше жить не станут, точно. Жить станут хуже намного. Ну, вы разве этого хотите? Вы не хотите разве перемен каких-то? Все другие страны развиваются мирно, без какого-либо захвата других территорий. Осваивают космос там, да, то есть выпускают там продукцию свою, уникальную. Ездят путешествовать по всему миру. Только россияне сидят на своих землях, еще пытаются кого-то захватить. Поэтому лучше точно не станем жить. Будем жить хуже. Об этом нужно задуматься. Плюс еще, конечно же, огромное количество трупов, огромное количество инвалидов, которые будут вернуться с войны. Огромное количество не просто инвалидов там какой-то там без руки или без ноги, да, с одной, будет инвалидов первой группы, да, то есть это и колясочники, и те же самые самовары. И не будут им платить огромные там деньги, пенсии какие-то. Естественно, этого не будет. А если Россия проиграет войну, если Россия проиграет, она, конечно же, ее проиграет, да, вот, то после этого любое правительство, которое придет к власти, даже если, как я до этого говорил, даже если это останется та же самая путинская элита, в любом случае они все равно будут вынуждены признать, что Россия проиграла, никаких пенсий больших выплачиваться все равно не будет ветеранам, никто не будет их чествовать, как сейчас чествуют там ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что Россия проиграла эту войну. Проиграет. Никаких не будет парадов победы, ничего этого не будет. Это будут, и вот эти все ветераны, это будут, наверное, которые вернутся все с войны, это вот наводнят Россию, озлобленные будут, да, озлобленные на весь мир, озлобленные на власть. Вспыхнут огромное количество преступлений, но надо же думать, что все-таки в ЧВК «Вагнер» огромное количество зэков сейчас воюет, которые точно так же вернутся, уже возвращаются. Поэтому Россия сама себя, скажем так, сама себе стреляет в ногу, российская власть, это путинская власть. И этой стране в любом случае, даже если останется путинская элита, даже если она замкнется в своих границах, в любом случае останется жить там, но она продлит там агонию свою на, может быть, на 5 там, лет, да, на 10 лет максимум. В любом случае мы доживем до конца, до развала России. А дальше нас всех ждет смута, большая смута, гражданская война. Ну, не такая, конечно, может быть массовая, как в 1918 году, там, да, когда белые с красными воевали. Вполне возможно, не такая. Но локальные гражданские войны, которые будут вспыхивать, они точно будут. Нас ждет обнищание населения. Поэтому ничего хорошего точно не будет. Путин добил Россию, точнее добивает ее, да, но он ее добьет до конца в любом случае. Поэтому я все-таки призываю, да, уже задуматься о том, что нам делать в будущем. Как спасать. Нас всех, как я уже говорил, спасет только независимость. Только независимость, когда мы возьмем гражданское общество, имея в виду, в Республике Башкортостан, возьмет власть в свои руки и начнет строить свое независимое государство. Без Путина, без Москвы, без Кремля, без диктата с центра. Сами. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть хорошая территория. Наша территория больше территории Грузии, больше территории Армении, больше территории многих стран. Я выкладывал на своем телеграм-канале, у меня есть телеграм-канал тот самый из Башкорт, выкладывал список стран, территория Республики Башкортостан, которая больше, чем эти страны. Там и Бельгия входит, да, то есть мы больше Бельгии, мы больше Австрии. То есть посмотрите, как живет Австрия, да, богатая страна. Население наше население больше, чем население Монголии. В Монголии проживает 3,5 миллиона. У нас 4 миллиона, да, граждан. У нас население больше, чем население Литвы, больше, чем население Эстонии. Больше многих стран. У нас огромные есть природные богатства.
Хотя я, конечно, противник того, чтобы постоянно как бы жить, быть как сырьевой придаток. Нет, конечно. Мы будем не только добывать, но мы будем одновременно сразу и перерабатывать, и продавать уже готовую продукцию. У нас есть хорошие нефтеперерабатывающие заводы, которые будут закупать нефть и выпускать нефтяную продукцию, то есть, да, бензин, то есть, да, солярку, мазут и так далее. У нас есть нефтехимический завод прекрасный. Конечно же, мы все это национализируем, вернем обратно. Никто не... Заберем у «Газпрома» «Салаватнефть-Урсинтез» наш обратно. Соберем у «Роснефти» нашу «Башнефть». Потому что все, что там приватизировано было, все, что отдано было Москве, все вот эти наши предприятия, все это было незаконно. Мы пересмотрим все эти сделки. Естественно, все крупнейшие, но сразу замечу, что те предприятия, которые были приватизированы честно, без какого-либо мошеннических путей, без мошеннических схем, конечно же, они останутся в руках у владельцев. Только те, которые были мошенническим путем приватизированы, они все вернутся в собственность Республики Башкортостан. И у нас, то есть мы сможем жить вот на наших предприятиях, у нас есть УМПО, да, у нас много каких-либо заводов, хороших машиноперерабатывающих, станкостроительных заводов. У нас хорошая природа, отличная природа, и мы легко сможем только через туризм получать очень большой доход в бюджет Республики Башкортостан. Я думаю, что многие захотят увидеть там Уральские горы, да, то есть самобытность башкирского народа, там, да, пожить в юртах, да, увидеть национальную культуру, попробовать башкирский мед. Вот башкирский мед реально, наверное, лучший. Здесь в Литве я покупаю мед, кушаю, но вообще ни в какое сравнение, конечно, с башкирским медом не идет. Поэтому нам есть что показать миру, нам есть что дать миру. Я уверен, что у нас хороший народ, многонациональный. Я думаю, что мы будем жить точно так же дружной семьей, потому что каждый будет заинтересован в том, чтобы Республика Башкортостан развивалась. Прерываясь, хочу поблагодарить всех, кто меня донатит, кто помогает мне. Спасибо большое. Кто хочет помочь, есть там в ссылке в профиле указаны, как это сделать. Донате вы помогаете Башкирскому национально-политическому центру, помогаете Башкирскому национальному движению, которое на сегодняшний день представляет единственный за рубежом только Башкирский национально-политический центр. Спасибо всем еще раз. Абдулур Ахмед. Так вот, продолжая, я хочу сказать, что нам есть что предложить миру. Точно так же и Татарстан. Возвращаясь к Татарстану, конечно же, есть что предложить миру. Это богатая республика, это большой народ, очень грамотный, очень культурный, да, цивилизованный народ, который, я считаю, что, будучи независимыми, смогут жить прекрасно. Жить прекрасно. Нам не нужна Москва, мы сами сможем сами себя обеспечить. Поэтому нас спасет, еще раз говорю, только независимость. По-другому никак. И нам надо стремиться добить эту империю и добыть нашу независимость. Так, сейчас я посмотрю на вопросы, постараюсь ответить на них. Так. Руслан, вы слышали про Ингрию? Конечно же, я слышал про Ингрию. Мало того, я вхожу в Лигу свободных наций, куда входят многие народы России. Там туда входят также и регионалистические движения. Также входит туда регионалистическое движение Ингрии или по-другому Ингерманландия. Это территория сегодняшней Ленинградской области, которая считает, что раньше даже была республика такая, в начале 20 века Ингерманландия, Ингрия, но Советский Союз, конечно, советская власть ликвидировала эту республику, но многие жители сегодняшней Ленинградской области хотят восстановить Ингрию и создать независимое государство и войти в семью балтийских стран, скажем так, да. Так, поэтому, конечно же, я даже знаю многих деятелей оттуда,
с Ингрией общаемся очень часто. Руслан, чья Абхазия и Южная Осетия? Я, если честно, я, конечно же, за право нации на самоопределение. Поэтому я считаю, что те народы, которые насильно включены в другие государства и которые хотят выйти из нее через, там, проведя референдум, или которые проводили уже референдум, да, как Республика Башкортостан проводила референдум о суверенитете, как Республика Татарстан проводила такой референдум, как Чечня, да, Ичкерия. Они все достойны независимости. Они все достойны того, чтобы жить независимо. Поэтому, конечно же, Россия отторгла от Грузии Южную Осетию, да, и Абхазию. Вернутся ли они обратно в Грузию после развала России, я не знаю. Но я сторонник того, чтобы народы все, которые борются за свою независимость, у которых есть своя территория, еще раз говорю, да, это разные вещи. Народ, который борется за независимость, проживая на территории другого государства, это, конечно же, сепаратизм, который я не приветствую. Но народ, который проживает на своей земле и входит в состав какого-то там другого государства, конечно же, этот народ достоин свободы и независимости. Это касается и каталонцев, да, то есть и басков, и ирландцев и так далее. Надеюсь, что я ответил, да, на ваш вопрос. Так. Руслан, вы не узнавали ли у эстонцев, кем они считают нашего башкирского национального героя Салавата Юлаева, который наш национальный герой погиб с мучительной смертью в Эстонии? Они его уважают. Конечно же, они знают, кто такой кто такой Салават Юлаев. Там есть памятник. Это поставили сами же эстонцы. Там есть небольшой музей Салавата Юлаева. Поэтому, конечно же, они знают, кто такой Салават Юлаев. Они почитают его. И я вот когда поеду в Брюссель, я буду встречаться там с украинскими депутатами Верховной Рады. Я все-таки постараюсь также, наверное, поговорить о том, чтобы в Украине, в Киеве, желательно бы в Киеве, конечно, чтобы одну из улиц дали имя Салавата Юлаева нашего. Постараюсь поговорить об этом. Так. Почему Армения мононациональная страна? Странный вопрос, конечно. Как относишься к Бандере? Степан Бандера, национальный герой украинского народа. Конечно же, я отношусь к нему хорошо. Я сам являюсь башкирским националистом. Ему приписывают, конечно же, многие какие-то зверства. В то время, я так скажу, что зверства делали многие люди. Многие люди, тогда война была. Люди друг друга убивали, к сожалению, да. Но какие цели были у Бандеры? Бандера боролся за независимость своей страны. Таких людей я уважаю. Он боролся как против советской власти, так и боролся против и Гитлера. Если кто не знает, то Степан Бандера отсидел в концлагере у Германии. В германском концлагере отсидел. А его родного брата расстреляли. Поэтому, когда говорят, что Степан Бандера там служил Германии, служил на стороне Германии, нет. Это не так. Он потребовал, он, конечно, поддержал, что Германия, да, то есть вошла. Он надеялся на то, что с помощью Германии, Гитлера сможет дать независимость своему украинскому государству, получить независимость. Но Германия отказалась давать независимость, после чего Степан Бандеру посадили в концлагерь. Если кто не знает, почитайте, пожалуйста, о его жизни. Поэтому я считаю, что Степан Бандера — это уникальный человек, национальный герой, который отдал свою жизнь, да, в борьбе за независимость Украины. Это то же самое, что сейчас нашего Заки Валиди называют там сотрудником каким-то там, да, фашистской Германии, вешают на него какие-то ярлыки. А человек просто хотел независимости.
своей страны, хотел, чтобы наша республика Башкортостан развивалась как суверенное независимое государство. И он для меня герой, как и для многих башкир. Что будем делать с жителями Ближнего Востока и Закавказья, которые проживают в Башкортостане? Депортируем? Ну, конечно, нет. Если они проживают, если они прописаны на территории Республики Башкортостан, это такие же жители Республики Башкортостан. Если они, скажем так, приехали и трудятся на благо Республики Башкортостан, открыли какие-то свои магазины, там, кафе, платят налоги, строительные фирмы какие-то, да, конечно же, никакого блата у них не будет, как дает сейчас блат Ради Хабиров, там, армянам, да. Нет, конечно, этого ничего не будет. Они будут работать, также строить какие-то объекты, но все будет через торги, конечно, да, то есть будут также участвовать в торгах. Если, скажем, выиграют, да, то есть предложат более, там, скажем, привлекательные условия, конечно же, там они получат какой-то объект там для строительства. Ну, вообще, я условно говорю. Поэтому никто их не будет выгонять, если они, конечно же, честно здесь трудятся на территории Республики Башкортостан. Если же это какие-то банды, если они там не платят налоги, там, как по каким-то серым схемам здесь что-то мутят, естественно, мы их всех выгоним. Они не нужны на территории Республики Башкортостан. Так, как вы думаете, стоит ли вводить сухой закон в Республике Башкортостан? Если честно, я, конечно, за. Я за то, чтобы алкоголь перестал продаваться. Но вот даже вот возьмем Турцию. В Турции в специализированных магазинах алкоголь есть. Ну а вообще вот так вот зайдешь в любой магазин, алкоголя там нету. Там не продается алкоголь. В любых кафешках там нету в меню каких-то алкогольных напитков. Ничего подобного нету. Чай, кофе, там, да, какие-то лимонады и так далее. Вот я за то. Я за то, чтобы алкоголь продавался только в специализированных магазинах. Ну, для туристов. Потому что к нам, я же говорю, мы хотим строить туристическую большую страну, республику, куда будут приезжать со всего мира. И, конечно же, там даже в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии для туристов есть алкогольная, да, продукция. Поэтому алкоголь будет продаваться в специализированных магазинах, а в простых магазинах, конечно же, не будет. И мы будем бороться с алкоголем, будем бороться с алкоголизмом, будем излечивать население, конечно же. Так, вы из Акьяра. Нет, я не из Акьяра, я из Шимбайского района. Юрматы-РУ. Так, почему разгром Татарстана? Ну а как вы считаете, не разгром, что ли? Это последняя республика, которая, еще раз говорю, держала какие-то остатки суверенитета, у которой был президент. К сожалению, разгром. И те депутаты, которые подписали этот закон, да, эти поправки, это все предатели. Это все предатели своего народа татарского. Все предатели Республики Татарстан, своего государства. И я уверен, что татарский народ их будет судить после того, как он обретет независимость. А те депутаты, которые проголосовали против, конечно же, они герои, они молодцы. Их не так много, их там, по-моему, 9 человек всего. Но молодцы, конечно же. Поэтому все, что сейчас делает... Кстати, да, Рустам Минниханов, про него многие... Он попал, кто не помнит, он попал под санкции. Буквально недавно, на днях попал под санкции Америки, да, США. Не только он, еще и его жена. Буквально недавно, то есть, да, там несколько месяцев назад говорили о том, что вот какие-то строили конспирологические такие теории о том, что вот Ради Хабирова, как бы, да, 100% он после окончания войны, он будет невыездной, его будут судить. Конечно, это так, да. Вот. А вот Рустам Минниханов, он якобы открыто так не поддерживает войну. Он ездит, там, встречается там с какими-то лидерами каких-то стран. И, скорее всего, он останется на посту президента после того, как власть в России рухнет. Но вот сейчас показало, да, что все-таки это не так. Эта теория не имеет никакого
никакой логики, потому что США наложила на него санкции. Если наложила самая, скажем, главная страна на него санкции, вслед за ним начнут накладывать уже другие страны. Поэтому, конечно же, Минниханов вообще на глазах, буквально за 2 года, он очень сильно потерял свои позиции. И не только вообще по всей России, да, но и, конечно же, среди своего татарского народа. Если раньше, я так помню, его там даже некоторые татарские националисты защищали его там, да, то сейчас человек, который потерял позиции в татарском народе, потерял позиции на российском и международном уровне, он, ну еще раз говорю, да, ввели санкции против него. И все, ему уже никогда не простят этого. Человек сам себя уже, скажем так, очернил на многие-многие годы до конца своей жизни. К счастью, я не могу такое сказать про нашего Муртазу Рахимова. Он, добавлю, что Шаймиев, Бабай Татарстана, да, он не заступился за то, чтобы эти поправки не убирали. То есть он не высказал своего мнения, не выступил против, да, против того, чтобы эти поправки такие принимались. Он промолчал, что тоже его не красит. И даже в каких-то случаях он поддержал все это. Муртаза Рахимов не поддержал. Я знаю, что он многие вещи не поддерживал, до конца критиковал. Допустим, он заступился за защитников Куштау. Муртаза Рахимов не поддержал войну. Я знаю, что Ради Хабиров отправлял несколько раз своих представителей к Муртазе Рахимову после начала войны в Украине, чтобы тот высказался в поддержку этой войны. Нет, он отказал им. И то, что мы так и не услышали его этих слов в поддержку войны в Украине, это говорит о том, что все-таки Муртаза Рахимов был против. Вот. Так что Минниханов, конечно, Минниханов и Шаймиев, они, конечно, очень сильно подвели. Так, возможно ли будет получить второе гражданство? Например, я имею татарские корни и хотел бы иметь 2 паспорта. Возможно ли будет иметь 2 гражданства? Я пока не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что юристы будут решать это. Так. Что делать с Кумандынским коридором? Это вот вопрос, на который я уже отвечал на прошлых стримах. Я думаю, что вы можете посмотреть их. Минниханов под мощным давлением рашистов. Ну, понятно, что он под давлением, но, знаете, когда мы в организации Башкорт были, у нас было такое, скажем, четкое мнение, что есть какие-то моменты, когда заднюю давать нельзя, ни в коем случае. Но вот где-то можно, скажем, да, там промолчать, где-то в чем-то можно согласиться, да, но есть какие-то определенные такие основополагающие моменты, пункты, да, по которым нельзя заднюю давать никогда. И вот эти вот пункты, я считаю, это основополагающие. Ну как можно лишить свою республику, да, суверенитета, да, подписаться под это? Поэтому, ну и вот, скорее всего, да, скорее всего, на него имеется хороший компромат на Минниханова, поэтому он и остался сейчас вот ни с чем. И он согласился на то, чтобы остаться ни с чем. Если бы он проявил бы мужество и сказал бы о том, что я против этого, я не буду это, да, то есть, естественно, он бы остался бы героем. Но, к сожалению, что произошло, то произошло. Он уже подписал эти поправки, так что сейчас уже что-то говорить о нем там уже бесполезно. Как вы относитесь к историческим землям Башкортостана, Зауралья? Они войдут обратно в состав Башкортостана после распада России? Я отвечал на этот вопрос. Я отвечу еще раз. Хорошо, я отвечу, да, еще раз, да. Я против того, чтобы другие земли исторического Башкортостана входили в состав Республики Башкортостан сегодняшней, да. У нас есть территориальная граница нашей республики. Нам этого достаточно.
Надо понимать, что та же самая Челябинская область, Курганская область, там, да, пусть там даже проживает там сотни тысяч башкир, эти земли на 90% населены русским населением. Вы понимаете, да, что если как вот куда вы денете, многие говорят там, вот, да, исторические земли там надо вернуть там Саратовской области, Самарской области, там Свердловской области, Курганской области, Челябинской области, Оренбургской области. Как вы вообще собираетесь все это? Ну просто вот пока, да, объясните мне дорожную карту, как все это будет происходить? На этих территориях проживает там не менее 10 миллионов, там, ну, здесь хорошо, не 10, 5-7 миллионов русского населения. Вы что, собираетесь всех их включить в состав Башкортостана? А если они не захотят? Ну, даже возьмем просто Челябинскую область. Там многие говорят, Челябинская область. Я согласен, что Челябинская область это полностью башкирские земли. Согласен, что это исторический Башкортостан. Но как вы собираетесь ее присоединять к Башкортостану? Там проживает около 3 с лишним миллионов русских. Вы хотите их в состав Республики Башкортостан, что ли, включить? А если они не захотят, что будем делать? Воевать против них? 1,5 миллиона башкир будут воевать против 3,5 миллиона русских? Не забывайте, что у нас еще в самой республике проживает 1,5 миллиона русских. Мы в своей, многие пишут там, мы их ассимилируем там. Мы у себя в республике не можем 1,5 миллиона русских ассимилировать никак. 100 лет они живут у нас там, больше даже, да? Никак не можем. Как мы собираемся еще других ассимилировать? Вы понимаете, что присоединив Челябинскую область, башкир сейчас 30%, да? То нас сразу станет в процентном соотношении 10% на всей этой территории. И как мы собираемся управлять это не будет уже Башкортостаном. Поэтому говорить о присоединении там других земель надо уметь, скажем так, прощаться, да, конечно, надо помнить, что это наши земли, да, но надо уметь оставлять те земли, которые мы не можем переварить. Ну, допустим, как многие страны, которые, скажем, оставили свои земли. Вот Германия, да, немцы проживают в пяти странах Европы. Это там Германия, это Австрия, там, по-моему, Люксембург, там еще какие-то там, да, Швейцария, даже в 6, Швейцария еще проживает, да. Они живут в своих странах, как бы, да, и никто не говорит, что Германия пыталась уже один раз всех немцев присоединить. Чем это обернулось, все мы прекрасно знаем по истории. Поэтому единственный вариант, как мы сможем вновь вернуть эти земли, если мы построим Республику Башкортостан процветающим, независимым государством, куда все захотят присоединиться, все захотят в этом государстве жить, получить гражданство этой Республики Башкортостан. Вот представьте, что Республика Башкортостан это какая-то там, ну, вторая Швейцария, вторая Австрия там, да, где уровень жизни очень высокий, доходы населения очень высокие. Конечно, каждый захочет жить там. И тогда, возможно, Челябинская область скажет: ребята, давайте мы присоединимся к вам, мы готовы стать башкирами. Тогда да. И плюс, конечно же, нам нужно, чтобы у нас было больше детей, больше башкир. Вот казахи, пожалуйста, за 30 лет независимости там, ну, в 5 раз, по-моему, да, превысили свою численность. Увеличили свою численность. То же самое, если башкиры увеличат свою численность так, что нас станет очень много и начнут переезжать на территорию Челябинской области, постепенно заселяя ее, на территорию Оренбургской области, да, постепенно заселяя ее. И уже через, там, буквально, возможно, там, через 100, через 200 лет, когда они будут заселены башкирами вновь обратно, тогда можно будет сказать, что да, там, проводить референдумы и возвращаться в родное лоно Республики Башкортостан. Делать это большой, вновь исторический Башкортостан вернется к своим границам, скажем так. Только так. По других вариантов я не вижу. Что я могу сделать сейчас для башкирского народа, будучи студентом? Говорить о независимости,
работать на независимость, пропагандировать эти идеи. Ну и вообще учиться, конечно, учиться быть националистом башкирским и готовить себя к тому, что в будущем все твои навыки и умения нужны будут для Республики Башкортостан, для независимой Республики Башкортостан. Так, ну все, на этом, наверное, будем заканчивать, потому что вопросы пошли уже не относящиеся к теме. Итак, подводя итоги, я хочу сказать, что ударив по Татарстану, переписав ее конституцию, Россия завершает свою операцию по ликвидации республик. Последний этап – это будет ликвидация самих национальных республик. И это уже будет скоро. И единственное, что может помешать этому, это полный разгром России, развал ее и обретение независимости. По-другому никак. На этом все. Спасибо. Все, кто слушал. Рахмет. Хау болугат, хурметли милләттәшләр. Осыршага тиклем.